ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hamı sakit olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Qabağa 20 nəfər gəlsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Аллаху Акбар. После того, как самолет упал, там какие-то секунды были, я помню, удар был, меня начало головой туда-сюда швырять. Потом почувствовал, что меня начало в разные стороны мотать. А там какие-то были секунды, и через какое-то время наступила полная тишина. Но я в сознании был, я понял, что я жив, к своему удивлению. Знал, я сильно удивился, что, оказывается, я жив. Потом еще пошевелился всеми своими частями тела, смотрю, я еще и цел. Вообще меня это удивило. Ну, я расстегнулся. Была каша. Уже начали появляться стоны. Но были и те, кто передвигался уже на тот момент. Все, я начал смотреть, где выход. Где оторванная часть была, там какая-то маленькая такая давачка получилась. Кто-то пытался пролезть. Я пошел в хостовую часть. Там была стюардесса пристегнута, стонала. И мужчина-стюардесс. Он тоже, он не стонал, он в себя приходил, пытался, самолет был перевернут, он в подвешенном состоянии находился, тоже в ремне. Он был ранен еще в руку. И пытался как бы распутать. Тут еще один мужчина подошел. И мы вместе как бы вот этих двоих отцепили. Потом я им на русском сказал, они азербайджанцы же, я им сказал, объясните, как у вас аварийный ход открывается, я открою. Но смотрю, мои слова они не слышат, они как в тумане. Я думаю, наверное, если придут, они придут в себя. Пошел к тому выходу, где там давочка была. И в этот момент начал снимать на камеру, на свой телефон. И вот перед входом там женщина лежала, тоже стонала, просила о помощи. Я телефон в сторонку убрал, пытался ей помочь. Потом слева стон появился, услышал, там тоже женщина стояла и стонала. Я ей попытался помочь, у нее ноги были зажаты. У меня ничего не получилось. А через сколько приехали вот спасательные там службы? быстро, вот я вам как вот рассказывал, вот после того, как я второй женщине попытался ее вытащить, она была сиденьем там зажата. И вот в этот момент я уже услышал, что скорая подъезжает. Сирену услышал, что сирену. И я этих женщин успокоил, говорю, сейчас профессионалы уже подъехали, все, сейчас будут вас профессионально, уже спокойно, правильно уже будут вас эвакуировать. Я аккуратненько вышел на улицу. Все. Получается, единственный человек, который вот буквально по счастливой случайности остался еще и невредим после этого. Ну да, я и невредим, я и в себе был, еще видите, как я еще поснимать успел, еще там все, как бы все у меня все хорошо работало. Как бы. Ну да. Как сейчас, был ли какой-то этап рефлексии вот после этого? Это как, наверное, второй день рождения вот после того, что произошло. Может быть, какие-то мысли по поводу... Для нас, мусульман, понимаете, для нас, мусульман, я об этом постоянно думаю. Вот, что лучше, было бы умереть или вот что я остался жив? Ну, конечно, если так по светскому мыслить, конечно, ты остался жив. А то, что, если по мусульманскому мысли, я там целый час готовился к смерти, целый час. Целый час я там молился, произносил шахаду. А у нас по мусульманам, у нас пророк так нам как бы заповедовал, сказал, если последние слова человека будут свидетельство
то он попадет в рай. Как бы я вот старался, чтобы у меня или поклонение, это в последний момент произойдет, или как бы со свидетельством последнего момент, что я как бы настраивался к этому, все подготовил, как по шариату положено. Ну, Всевышний посчитал, что я здесь, наверное, нужен, или еще что-то, или я не заслужил соответственно рая, поэтому как бы остался жив и, слава Богу, невредим. Ну, будем что, дальше жить, дальше будем продолжать, будем дальше как бы аккуратненько